Тема энергетики на сегодняшний день одна из самых сложных и острых в республике, поэтому необходимо искать пути решения из сложившейся ситуации, отметили в начале встречи ее участники. Депутат Реза Зантария подчеркнул, что от Ингургэс Абхазия получает 40% электричества. Когда была достигнута эта договоренность, население Абхазии потребляло 700 миллионов киловатт-часов в год. И такой показатель был совсем небольшим для гидроэлектростанции. Тот самый кризис с точки зрения генерации начался, когда мы превысили, если говорить за основу 40%, 1 миллиард 700 миллионов киловатт-часов. Вот это вся история того времени 6, 7, 8 лет. Но кризис нарастал, время генерации приходил дефицит. Могли говорить о разных причинах, о причинах того, что не было воды на Ингурии, что там пришли майнеры, ну и так далее, и так далее. Тут сколько угодно можно говорить. Но своим существом, потреблением, увеличением генерирующих мощностей с точки зрения строительства новых объектов, добавления других генерирующих компаний и борьба с техническими потерями практически не велась, и она привела вот к такой сегодняшней ситуации. Это все практически я описывал еще в 2013 году и говорил, что если мы сегодня радикально не примем те меры, не увеличим тариф, а у нас тариф может быть самый дешевый в мире, но экономически обоснованный, потому что у нас условия те, которые сегодня есть. Мы практически бесплатно забирали на весь период времени 15-20 лет, до сегодня 30 лет. Берем электроэнергию бесплатно, считайте, это та самая инвестиция, которую можно инвестировать в нашу энергосистему. Было. И сохранить ее в том виде, в котором она могла бы сегодня обеспечить наше хозяйство. Реза Зантария считает, что без реформ в энергетике и сложившейся ситуации в энергоотрасли не выйти. И главной целью должно стать строительство независимой энергосистемы со своей генерацией. Такая цель и такая задача должна стоять как стратегия развития энергетики. Но сегодняшняя власть, она практически максимально решает то, что возможно. И я считаю, что кроме того, что из бюджета вытащить и купить электроэнергию или ограничивать подачу электроэнергии, у них других возможностей нет. Кардинально надо решить. Как это решить? Начинать именно трезво подходить, не политизируя историю, не политизируя энергетику, никакие его шаги, необходимо сегодня рационально посмотреть и начать делать. Нам нужно строить собственную генерацию, нам нужно строить собственную распредсети, нам нужно сюда привлекать инвестиции. Без привлечения инвестиций не справимся. Никто не справится. Это иллюзии. Я бы хотел задать такой вопрос. Вот как вы можете нам, я думаю, что здесь нас всех это интересует, и мы почему-то к этому пока до сих пор не пришли. Почему ваше предложение, вы считаете, оно более актуальное для Абхазии? Вот можно это вкратце, в 2 словах, нам, непрофессионалам, вот пояснить. Вот такой вопрос, если можно. Хорошо или плохо, да, это? Ну, это та мера, которая требует экономика. Это сегодня экономическая необходимость, целесообразность. Мы говорим, мы не имеем, и нам нужно. Но следующий вопрос возникает, а кто у нас есть? Кто-то нам предлагает инвестиции? Есть какие-то инвестиции, которые уже просчитали, которые привели к какому-то тарифу, о котором мы так говорим, что они будут большие, маленькие. Во всем мире, везде, даже в Абхазии, на хлеб устанавливает государство из расчета реальных затрат на производство. И то же самое будет. Есть уполномоченный орган, который должен быть заниматься непосредственно установлением тарифной политики, самого тарифа по каждому виду деятельности, участвующих в субъекте энергетики. Что касается, если быть коротко, это вот потому, что ни от каких инвестиций нельзя отказывать. Все надо рассматривать, все надо смотреть, обсуждать и смотреть, насколько они сегодня необходимы экономике. Для потребителя я хочу сказать, что не имеет значения, чей электрический ток сегодня приходит. Ему важно, чтобы он был надежный и соответствовал качеству. И цена была минимальная. Не имеет значения, он с частных генераций приходит, или с государственных, или откуда удобно. Лишь бы он был и работал по законам Республики Абхазия. Здесь опять же было сказано о том, что очень важно определить, когда проблемы в энергосистеме начались. Честно говоря, не знаю, почему это важно, но если речь идет о дефицитах электроэнергии, то действительно, как сказал Тимур Иванович, первые веяния у нас были в 2012 году. Мне кажется, это не важно, когда появились проблемы. И, скорее всего, нам нужно смотреть в будущее для того, чтобы понимать, как выйти из этой ситуации.
Еще одна проблема для энергоотрасли страны – отсутствие энергосбыта, считает депутат. Генеральный директор Черноморэнерго Тимур Джинджолия рассказал, что в этом году Абхазия потребила почти на 300 миллионов киловатт-часов меньше, чем в прошлом. Этому способствовала установка приборов учета и работа с населением. Тимур Джинджолия добавил, что почти 10 лет зарплата сотрудников Черноморэнерго не повышалась, поэтому начался отток специалистов из компании. Совсем недавно удалось поднять заработную плату на 50%. Энергетик отметил и непростую ситуацию с оплатой за электричество. Если в ситуации с юридическими лицами более или менее у нас сносная ситуация, то с физическими лицами по оплате катастрофическая. Люди зачастую, я вам скажу так, что вот в кассу, когда подойдешь к нам, в тот же СУЭС или в Черноморэнерго, в основном стоят у окна оплаты люди преклонного возраста, пенсионеры, самый слой малоимущий у нас. А люди, которые более состоятельные, больше потребляют, они считают правильным не платить за электроэнергию на сегодняшний день. С этим надо бороться. Изношенные электросети – одна из главных причин частых аварий. Мэр города Сухум Беслан Эшба рассказал о том, какие нужны средства, чтобы восстановить сети только в столице. Значит, выведена сумма, которая необходима для инвестирования, чтобы привести в соответствие. Я потом скажу, для чего это нам. Кроме того, что получать удовольствие, что хорошие сети, хорошее напряжение, я еще скажу, для чего это нужно нам и крайне необходимо. Порядка 900 миллионов рублей. 920 миллионов рублей. Приблизительно под миллиард. Заместитель министра экономики Тимур Микваби рассказал, что в прошлом году велась работа с Российским проектировочным институтом по разработке генеральной схемы газификации. Основной задачей этой работы было заменить электроэнергию на другой источник, чтобы снизить нагрузки. Была утверждена генеральная схема газификации в настоящее время, учитывая, что речь идет о необходимости прокладки газопровода с территории Российской Федерации в республику. Возможно, это может подразумевать строительство газотурбинных электростанций для того, чтобы либо поддержать, либо заменить частично генерацию электроэнергии на Ингургэс. Все эти мероприятия подразумевают значительные объемы финансирования. Я не говорю специально слово «инвестиции», потому что речь не идет о том, что обязательно привлекать частного инвестора или это будут инвестиции государственные. Речь идет, в принципе, о значительных вложениях. Депутат парламента Беслан Халва считает, что тарифы на электроэнергию не должны быть одинаковыми для всех. Необходимо минимизировать финансовую нагрузку на обычных граждан. На мой взгляд, бизнесу надо продавать электроэнергию по экономически обоснованным ценам. Если у нас на сегодняшний день, если мы говорим о том, что в следующем году у нас будет 700-800 миллионов, где мы по 3,60 возьмем? Из каких средств? В бюджете нету таких денег. Где мы это возьмем? А бизнесу, мы в бизнес приходим, в ресторан приходим, где там тарелочка какого-то блюда уже там по 1000 рублей стоит. А кто будет оплачивать, кто будет датировать, купить по 4 рубля и продать бизнесу по 2 рубля? Где взять эти 2 рубля разницы? Не тем, кто в ресторан ходит, а куда ходят. Я имею в виду тот ресторан. Почему должен я ресторану оплачивать дотации давать? Понимаете? Все кто могут такого рода решения принять, все здесь сидят. Да, мы должны подойти к тарифам. Тарифы мы должны знать. Владельцы, уважаемые, гостиниц, домов отдыха. Потихонечку надо готовиться к тому, что мы говорим о привлечении инвестиций, да? Можно привлечь инвестора, это все восстановить, и он вернется к этим же тарифам. Несмотря на сложности, специалисты Черноморэнерго проводят ремонтные работы на объектах. Также было отмечено, что установленные приборы учета значительно помогают снизить нагрузки. От Ачамчиры до река Келасур полностью практически 100% расчистка сделана. Линия ПСО, я 220 имею в виду, и 110 две линии в параллели, которые шли. Также линия сама ПСО, это от подстанции БЗИП до границы, расчищена полностью. Идет активная расчистка линий по 110 киловольт, 35 киловольт. Вот. И, естественно, эксплуатационные какие-то идут замены, ремонты на местах, те неисправности, которые выявляются в процессе этой работы.
Вот. Экономия за счет чего произошло, это 300 миллионов киловатт-часов на сегодняшний день. Я считаю, что это в первую очередь обратно же установка вот этих приборов учета, которые значительно, это показывает опыт, на той подстанции, куда мы пришли, установили приборы учета, 30, а то порой 35%, на 35% падает нагрузка. Около 3 часов шла встреча в Общественной палате. Были высказаны разные мнения по решению проблем в энергосистеме страны. Гугу Цавардани, Алексея Гухава, Абхазское телевидение.